ГСП онлайн. Городские новости сейчас. Четверг, 19:00. Универсальный спортивный комплекс. Чемпионат России по мини-футболу. 12-й тур Суперлиги. Ухта против клуба «Газпром Югра» из Югорска. Гость – один из лидеров дивизиона. Чемпион прошлого сезона. Участник финала 4 Кубка УЕФА. Игроки – члены сборной России, а также бразильские легионеры. Мастеровитость демонстрируют сразу. За 2 минуты матча нападающий Югры Эдер Лима отличается дублем. Любой соперник сейчас в данной ситуации, будь то дебютант, будь то там, как Динамо, да, лидер, там он был. То есть никакой разницы нету. Я считаю, что ребята сами все понимают, а надо зарабатывать очки. Югра забивает еще 3 мяча. Отличаются Данил Давыдов и дублем Енар Асадов, футболист «Газпром Югра» дубль. Таким образом, 16-я минута матча, счет на табло 5-0. Ухта берет перерыв. Я сказал все просто, что надо продолжать играть, даже при этом счете нельзя бросать, опускать руки и бросать играть. Небольшая встряска получилась. Спустя 21 секунду ворота Югры поражает Александр Дунец. Тренерский штаб принимает решение сменить голкипера Артема Салахова, играющего в Суперлиге с 2013 года, на более молодого и менее опытного 17-летнего Павла Фатеева. Артем, наверное, не вошел все-таки в сегодняшнюю игру, поэтому как-то не хотелось бы ставить ему двойку, но я все равно продолжаю надеяться и верить в то, что он сможет вернуться на тот уровень, на каком он может работать. Но и Фатеев, находясь на паркете чуть больше 1,5 минут, пропускает мяч. Тем не менее, как сказал тренер, появление Павла смогло приободрить команду. В подтверждение гола от Дмитрия Костюкова, нападающего Ухты. Счет первой половины матча 6-2 ведет «Газпром Югра». Соперник намного быстрее, намного сильнее, намного мобильнее. И то, что сегодня, какие ошибки мы совершали, но нас наказывают. Просто это на протяжении уже, это не первый матч. Так что если мы так и будем продолжать, грубо говоря, себе привозить, ничего хорошего от этого не будет. Второй тайм Ухта начинает более уверенно. Улучшились и защита, и нападение. На 8-й минуте Александр Дунец обводит вратаря и полевого игрока Артема Ниязова, делает передачу, которую успешно завершает Александр Севец. Эта же комбинация приносит нашему клубу еще 1 очко. Югра отвечает 4 голами. Кроме того, гости получают 2 предупреждения. Катата за то, что не соблюдал игровое расстояние при ауте. Эдер Лима появился на паркете 5-м. Лима и Катата, у них уже небольшой микротравма у них есть. И мы решили их завтра не ставить. Завтра у нас и добавление и Робиньо, и Эдер. Сегодня победил клуб «Газпром Югра». Итоговый счет 10-4. Смогут ли ухтинские футболисты создать сенсацию и взять реванш? Станет известно совсем скоро. Повторный матч состоится 4 декабря.